колонки есть. С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу о доказанности вины Ильмиянова инкриминируемым ему деянием совокупностью добытых и исследованных доказательств по делу. При этом суд отмечает, что вышеуказанные доказательства добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Эти доказательства дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства совершенных преступлений. А оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. На основании изложенного суд квалифицирует действия Ильмиянова частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса Крымской Республики, квалифицирующим признаком которой является мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребление доверия, совершенное в особо крупном размере. Определяя Ильмиянова вид и размер наказания, суд учитывает содеянный им характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность, конкретные обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, а также отношение к содеянному и влияние назначаемого наказания на его исправление. И считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества с назначением наказания в пределах санкций, по которым он признан виновным. Обстоятельствами, смягчающим ответственность Ильмиянова, суд признает отсутствие судимости. Вместе с тем, учитывая причиненный особо крупный ущерб по делу, который подлежит взысканию с Ильмияновым, в силу статьи 95-96 УК Крымской Республики, суд считает необходимым применить в отношении Ильмиянова принудительную меру уголовно-правового воздействия в виде конфискации имущества. На основании изложенного и руководствуясь статьями 334, 339, 341, 344, 347, 350 Уголовно-процессуального кодекса Крымской Республики суд приговорил Ильмиянова Икрамджана Саттаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 3 статьи 204 УК Крымской Республики, в редакции закона Крымской Республики от 2 февраля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом 1600 расчетных показателей с конфискацией имущества. Избрано в отношении Ильмиянова меры пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменений. Срок отбытия наказания Ильмиянова исчисляется с 20 октября 2018 года. Период нахождения Ильмиянова под стражей с 20 октября 2018 года по вступлению приговора в законную силу согласно статье 61 УК Крымской Республики от 1 октября 1997 года засчитать из расчета 1 день предварительного заключения к 2 дням колонии. Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в течение 30 дней со дня оглашения Бишкекский городской суд, председательствующий подпись. Так, Ильмиянов өкім түшүнүктүү толук котормосу менен 5 күндүн ичинде аласыз. Сот отурумун жабык деп жарыяланды. Экранымызда өзүңүз комментарий берип коесузбу? Чечимди кандай деп ойлоп атасыз? Чечимди кандай? Өзүңүз комментарий берип коесуз. Чечимди кандай деп бааладыңыз? Сиз эми күнөөм жок деп атпайсызбы? Соттун чечими менен макулсузбу? Соттун чечими менен макулсузбу? Эмнеден кандай комментарий берсем соттун чечимине? Залды бошотпоңуздар, урматтуу кыздар. Залды бошотпоңуздар. Адвокатынан кетип чыгып, тезирээк чыксаң адвокат кетип калат. Соттун чечими менен макул эмес, эмнеге макул эмес? Соттун чечими менен макулсузбу? Эмнеге макул эмес? Апелляциялык дагы Карызданасызбы? Арыз бересизби соттун чечимине каршы? Адвокаттар менен кеңеш көрүп жатабыз.